Третий съезд чувашских писателей прошел в Национальной библиотеке. Творческая элита встречается на таких мероприятиях с 1994 года. Сейчас в Союзе писателей более 100 членов. Среди его представителей писатели из Чувашии, Удмуртии, Татарстана и даже Германии. На встрече в Национальной библиотеке они обсуждали, как выжить в условиях рыночной экономики. Раз в 5 лет Союз чувашских писателей устраивает съезды. На этот раз уже третья встреча. Подвести итоги работы и наметить оптимальные пути в творческом развитии – суть проводимых съездов. На сегодня в Чувашии 3 объединения писателей. Но только Союз чувашских писателей объединяет мастеров пера из Чувашии, Удмуртии, Татарстана и даже Германии. Здесь лауреаты золотых медалей ООН и республиканских международных премий. Но больше гордятся количеством выпущенных книг. За 5 лет наши писатели издали всего около 400 книг. Это много или мало? Это много, учитывая наше суровое время. Как выжить творческим людям в капиталистической России? Главный вопрос на съезде. Анатолий Аренин – автор чувашских эстрадных песен и народный академик. А еще и писатель предложил свое решение проблемы. На сей раз традиционное. Обычно пишут те, у кого есть средства, чтобы издать. А те, кто гениальны, талантливы, зачастую не имеют средств и остаются на обочине. Я предлагаю, так сказать, свою идею. Это в плане реализации и в плане того, чтобы привлечь такую спонсорскую волну. Я предлагаю писать больше с патриотической направленностью, то есть с направленностью интересов возрождения чувашской национальной культуры. На съезде расширили состав Союза. В почетные члены приняли чувашских писателей, начиная с 13 века. Среди них и поэт Хулари, автор известной баллады о Юсуфе. На встречу литераторов родилась еще одна идея – открыть собственный электронный журнал. Прежде всего, в электронном издании мы включим фамилии наших писателей с названиями их книг, чтобы, читая электронную книгу, читатели знали, вот этот писатель написал такие книги, обращались к этому писателю по электронной почте, хотят получить, пожалуйста, мы будем им высылать. Уже скоро жители Чувашии смогут познакомиться с литературными новинками из электронного журнала. Ольга Григорьева, Павел Иванов, местное телевидение. Мы продолжаем принимать сообщения на пейджер. Впереди еще новости спорта. Сразу после них подведем окончательные итоги дня.